Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. И в начале выпуска вкратце о главных темах. Абсолютный триумф казанского «Синтеза». Как встречали новоиспеченных рекордсменов, увидел Алмаз Гафиятов. Шквалистый ветер и крупный град. В каких районах из-за стихии прервали сабантуй, а где остались без урожая? Подробности в материале Юлии Гоголевой. Республиканский центр крови готовится ко Дню донора. Сегодня здесь провели акцию совместно с волонтерами-медиками. Без компонента крови ни одно лечебное учреждение не может существовать. Подробнее в репортаже с Ириной Сахаповой. Путевка в лето. Ожидаю бурных эмоций, хороших впечатлений. Больше 700 школьников из Татарстана отправились на летний отдых на Черноморское побережье. В каких лагерях ребята проведут 3 недели каникул, расскажет Рамиль Галиулян. Бегут, плывут и едут на велосипедах. Что сложнее? Не получаешь удовольствия от одной тренировки, как от соревнования. Лучшая тренировка – это соревнования. Со спортсменами альметьевского триатлона общалась Филюза Хамидуллина. Сегодня в России зарегистрировали 13 721 случай ковид. Это почти на 1000 меньше вчерашнего рекорда. Ситуация с коронавирусом в стране напряженная. Некоторые регионы вынуждены вводить мини-локдаун из-за ухудшения эпидобстановки. Так, в Москве завтра вводятся новые ограничения. В столице объявлена нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Приостанавливается работа кафе и ресторанов в ночное время. Закрываются зоопарки, фудкорты, игровые комнаты. Усиливается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, торговых центрах и кафе. Санкт-Петербург также вводит мини-локдаун. 17 июня в северной столице закрываются фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. Заполняемость кинотеатров уменьшат до 50%. Запретят работу ресторанов и кафе ночью. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны быть в масках. А на фан-зонах чемпионата Европы по футболу запретят продавать еду. В Татарстане об ужесточении ограничений пока речь не идет. У нас за сутки 30 новых случаев коронавируса, зарегистрированы 4 смерти. Это мужчины 70 и 83 лет, женщины 29 и 88 лет. Ситуация под контролем, сообщил на минувшей неделе Роспотребнадзор. Золотой дубль казанского «Синтеза». Вслед за блестящей победой в чемпионате страны наши ватерполисты завоевали Кубок России сезона 2021. Трофей стал 3-м в истории клуба. Заводчане установили рекорд, не проиграв ни одного матча. Триумфаторов ночью в аэропорту встретила и наша съемочная группа. Все силы, эмоции, радость позади. За последние 3 недели это уже 2-й трофей команды. Такого удачного выступления не было давно. «Синтез» был просто неудержим. Шрамы от боя зарастут, а победные мгновения останутся навсегда. По традиции молодых игроков подбрасывают вверх. Все в положительном ключе. Удалось, наверное, за счет работы, прежде всего, не покладая рук, 5 дней в неделю работали и благодаря этому совершили этот рекорд, который, наверное, невозможно превзойти, только повторить. «Синтез» – первая в истории России ватерпольная команда, которая по ходу чемпионатов не проиграла ни одного матча. В регулярном первенстве все игры завершились победой казанцев. Такой же успех заводчане повторили и на Кубке. Ощущения, конечно, пока еще непонятные, но завтра, я думаю, все поймут. Ну, победа есть победа, кубок есть кубок, это золотой дубль. Впервые этот кубок команда выиграла в 2005 году. Главный тренер Марат Закиров, его помощник Артур Фатахудинов и президент клуба Ирик Зиннуров подарили нашему городу настоящий праздник. Еще раз этот трофей оказался в руках «Синтеза» в 2010-м. И лишь 11 лет спустя кубок снова в Казани. Благодарю всех ребят, все руководство, кто участвовал в этом всем процессе. Мы рады, немножко уставшие, все-таки время 2 часа ночи, поэтому такая радость немножко со слезами на глазах. Вот. Но всем спасибо и огромное спасибо средствам массовой информации. Все-таки в 2 часа ночи встречать команду не так легко.
Сезон был непростым и очень продуктивным. «Синтез» в третий раз в своей истории завоевал золото национального чемпионата. Это итог планомерной работы всего коллектива, сказал президент на чествовании команды неделю назад. В этом заслуга игроков, тренерского состава, руководства, административного персонала и Федерации водного пола республики. Вы на протяжении всего сезона показывали стабильный высокий уровень мастерства. Впереди у команды долгожданный отпуск и снова в бой. У «Синтеза» теперь новый стимул покорения ватерпольной Европы. Алмаз Гафиятов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. Завтра в республике вновь ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. И так уже с минувших выходных в ряде районов выпал град. Заметнее всего стихия проявила себя в Аксубаево и Зеленодольске. В Балтасях частично снесло крышу одного из сельских клубов. А в Варском районе из-за урагана и града прервали празднование Сабантуя. Где остались без урожая? Почему агрессивно вели себя животные? Где до сих пор последствия стихии дают о себе знать? Юлия Гоголева изучила сводку происшествий. Детский плач и перевернутые батуты. Такого урагана жители Арского района точно не ожидали. Погода испортилась в считанные минуты. Порывы ветра уносили столы и шатры. Пришлось остановить празднование Сабантуя. Это уже Аксубаевский район. Здесь затоплены улицы и дома. Видео появилось сегодня в соцсетях. Это последствия разбушевавшейся стихии. Дождь шел больше 4 часов. Затоплены были 3 деревни – Урмандеево, Савгачево, Сит-Ярыклы. Вода ушла только к утру, сообщил нам глава Урмандеевского сельского поселения. Пострадала от непогоды в этом районе и деревня Васильевка. Ледяной дождь уничтожил почти весь урожай. Под градом оказались томаты, огурцы и картофель. Вот только что проехал через эту деревню. Там огороды, просто страшно. Там одни столбы просто. Столбы. Вот. В соседних деревнях то же самое. В Балтасях из-за штормового ветра частично снесло крышу сельского клуба в деревне Княбаш. А на этих кадрах уже Чистополь. Ехавшие по трассе водители сняли, как коровы стоят в ледяной воде после прошедшего ливня. ЧП с животными в эти выходные не раз фигурировали в информационных сводках. В Балтасях во время Сабантуя одна из запряженных лошадей перестала слушаться и на полном ходу влетела в толпу зрителей. В результате происшествия пострадал 15-летний мальчик. С различными ушибами подростка доставили в Балтасинскую больницу. После всех обследований его отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализация не потребовалась. В соцсетях пользователи предположили, что лошадь понеслась вскачь из-за слишком громкой музыки. Но в Балтасинском исполкоме эту информацию опровергли. Когда уже лошади заходят во время пролога, мы снижаем уже голос, убавляем специально, чтобы они не боялись. Лошадь сытый, жокей трезвый. Лошадь уже не первый раз участвовал в таких мероприятиях. Это Сабантуй в Бугульме. Здесь во время заезда один из рысаков сбросил жокея и сломал повозку. Наездник жив, сама лошадь разбила ноги о повозку. Юлия Гоголева, ТНВ, Татарстан. Ученики 175-й Казанской гимназии уехали отдыхать на Черноморское побережье. Почти 3 недели они проведут в лагере. Они отправились в Анапу на специальном детском поезде. Всего на летние каникулы на море уехали более 700 ребят. Школьников сопровождают квалифицированные педагоги, психологи и медперсонал. На море ребят проводил и Рамиль Галиуллин. На перроне Казанского ЖД вокзала шум и гам. Это родители провожают своих чад на долгожданный отдых. Впереди 2 дня пути. Уже завтра детский поезд прибудет в Анапу. Больше 700 ребят со всей республики ждут встречи с морем. Ожидаю бурных эмоций, хороших впечатлений, хорошо отдохнуть, да, вот позагорать. Татарстанских школьников ждут в детских лагерях Витязева, Приазовице, Глобус. Здесь свои каникулы проведут и поправят здоровье ученики 175-й гимназии. Вопросы организации их отдыха на личном контроле у Рустама Миниханова. Высокий уровень подготовки смен оценили и родители учеников. Настроение изумительное, потому что максимально все организовали. Наших детей встречали медработники, им огромное, колоссальное спасибо. Даже вот медицинские документы собрать, все было четко, ясно, конкретно. Мы приходили буквально за 2 минуты в одном кабинете, в другом, в третьем кабинете, все очень быстро. Путевки для учеников 175-й гимназии оплачены за счет благотворительных пожертвований, собранных Российским Красным Крестом. В специальную комиссию входят и родители школьников, которые выбирали детские лагеря. Из гимназии этим летом на море отдохнут 600 детей, 230 уже сейчас в пути.
За это время, вы в курсе, 86 миллионов поступило на счет Российского Красного Креста. Люди до сих пор продолжают звонить и хотят помогать. Хотят помогать хоть чем-то. Вопрос безопасности в приоритете. Работать с детьми будут педагоги и вожатые, прошедшие специальное обучение. Для нас важнейшим является обеспечение безопасности. Благодаря совместной работе с РЖД мы обеспечили зеленый коридор до самого лагеря. Очень важно подчеркнуть, что квалифицированные педагоги, вожатые, прошедшие соответствующее обучение, будут сопровождать наших детей. Каждая смена имеет свою программу. В данном случае, кроме программы, еще есть программа психологического сопровождения. Теперь впереди у детей 3 недели отдыха. Этим летом в 7 черноморских лагерях побывают 3500 ребят из Татарстана. Рамиль Галиуллин, Руслан Хуснудинов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня в России День донора. Это особенный день помощи, отзывчивости, бескорыстия. Казань помнит, как 1000 человек пришли 11 мая в день трагедии к станции переливания крови. Несмотря на то, что компонентов было достаточно, люди шли по зову сердца. В республике сейчас 33 тысячи почетных доноров, и самому молодому 26 лет. Ежедневно сдают кровь несколько десятков человек, чтобы помочь больным. Совсем безболезненной процедуру сдачи крови не назовешь, но опытного донора острой иглой не напугать. Для Евгения Кузнецова это юбилейная, 60-я по счету кровосдача, а значит, он скоро станет почетным донором. В 2009 году я начал сдавать, периодически плазму сдавал, кровь, и вот в общем количестве накопил. Сейчас сдал документы на почетного донора. Впервые в донорском кресле Олег Цуварев. К процедуре готовился ответственно. Я держал диету 2 дня. Там отварные каши, овощи, фрукты. Доноров в центре сдачи крови всегда много. Ежедневно по 100 человек. Сейчас в республиканской базе есть 600 тысяч доноров. 12 тысяч из них почетные. В год в Республике Татарстан заготавливается 52-54 тонны крови. Этого достаточно обеспечить все лечебные учреждения республики и плюс иметь стратегический запас. В честь Дня донора волонтеры всем, кто пришел в центр сдачи крови, рассказывали о донации и дарили памятные подарки – кепки, браслеты и блокноты. Поддерживаем связь и со студентами. Перед акциями мы проводим лекции со студентами, рассказываем им о том, что это полезно для тех людей, которым эта кровь нужна. В республиканском центре кровь можно сдать с понедельника по пятницу с 7:30 утра до часу дня. Сирина Сахапова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Они сделали это и советуют другим. Героям нашего следующего репортажа за 90-е. Они при первой же возможности решили привиться. Валентина Молостова и Гумер Валиахметов ведут активный образ жизни и хотят, чтобы так было и дальше. Ведь они в зоне особого риска, зато теперь не боятся коронавируса. На сегодня в Татарстане привились более 140 тысяч людей 60+. Прилично, не торчит. Валентина Молостова собирается на прогулку. Ей 93 года. Не домоседка. И свежим воздухом подышать хочется, и в магазин за продуктами надо, и к врачу. В апреле сделала прививку от ковид и теперь не боится выходить из квартиры. Пенсионерка 35 лет проработала медсестрой, поэтому знает, что вакцинация – лучший способ защиты от вируса. Пока не сделаем мы прививки, мы от этой заболевания не покончим. Соседи переболели ковидом в тяжелой форме, говорит Валентина Молостова, поэтому при первой же возможности сделала прививку. Хорошо себя чувствовала. И это просто незаметно для организма. Как будто ничего ты и из поликлиники даже не садилась на трамвае. Шла пешком. Гумеру Валиахметову 95, ведет активный образ жизни. Говорит, в этом и есть секрет долголетия. Любит играть в шахматы, поэтому освоил компьютер. Читает новости, всегда в курсе всех событий и уверен в пользе вакцины. Температура чуть-чуть поднялась. Обычно у меня температура 36,1, 36,2. И поднялась до 36,9. А по сушесу я физиологически не почувствовал. Добрый день. Вакцинации людей 60+ в Татарстане уделяется особое внимание. Они в зоне риска и чаще всего болеют ковидом в тяжелой форме. В республике на сегодня привились больше 140 тысяч людей старшего поколения. Вероника Гайнудинова, Чулпан Касимова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань.
Они лучшие в своем деле. Команда учителей из Иннополиса стала победителем всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего». В проекте участвовали 39 тысяч педагогов со всей России. Татарстан на первом этапе представляли 6 тысяч учителей. В финал попали только 6. Сирина Сахапова спросила, как удалось им заглянуть в будущее. Очень важная тема, которая предположена цели и задачи. Айсылу, Мария и Дмитрий 5 лет вместе преподают в школе Иннополиса. Во всероссийском командном конкурсе «Учитель будущего» тоже участвовали втроем. С ребятами мне было работать очень комфортно. Знаем сильные стороны друг друга, знаем зону роста и поддерживаем друг друга. Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. Наша команда успешно прошла все этапы: онлайн-тестирование и педагогический триатлон. Им даже пришлось объединить в рамках одного урока свои предметы – информатику, географию и русский язык. У нас тоже была достаточно сложная ситуация, потому что у нас предметы информатика, русский язык и география. И объединить их в рамках одного урока достаточно сложно. Но у нас, как мне кажется, получилось. В конкурсе участвовали 39 тысяч учителей со всех регионов страны. До финала дошли 100 команд, 2 из них татарстанские. Это один из немногих конкурсов, именно направленный на командную работу. То есть обычно конкурсы, они индивидуальные. Но в 21 веке нужно уметь работать в команде. Детей сейчас в школе нет, каникулы. Но именно в этом кабинете Айсулу Фатиховна преподает русский язык и литературу. Для этого она использует только современные методы. Кейс заданий, дебаты, настольные игры. Их она разрабатывала совместно со своей командой. И эта команда смогла. Я вот писала тоже в Инстаграме пост про нашу победу в целом. И вот, мне кажется, одна строчка хорошо очень описывает наше вообще ощущение, что мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло, когда уже нас объявили победителями. Сирина Сахапова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Заложники системы. Почему автошколы конкурируют за цену, а не за качество? Экспертное мнение читайте в интернет-газете «Реальное время». 200 гектаров леса семья Рафиковых высадила в селе Ирекле Азнакаевского района. Теперь здесь настоящий зеленый оазис. Все началось 10 лет назад, когда Рафиковы решили озеленить территорию дома. Затем овраги, карьеры, заброшенные поля. Когда не осталось вокруг деревни места, начали озеленять и соседние села. О людях, которым не безразлична природа. Филюза Хамидуллина. Трактор здесь давно прошел, поэтому на данном участке приходится вручную сажать. Рамис Рафиков и его мама, как никто, знают, как правильно нужно высаживать дерево. Вырыть яму глубиной в 30 сантиметров, между саженцами оставлять 2 метра и обязательно притаптывать после посадки. Дерево обязательно надо притаптывать. Если не притаптывать, то воздух остается и влага улетучивается. В день от 15 до 20 гектаров можем посадить. Бывает, приезжают на мероприятие около 100 человек. Время на самом деле летит быстро. Те деревья, которые мы сажали первыми, уже вот такой вот высоты. Первый лес в 10 гектаров мама и сын высадили рядом с домом. Затем взялись за овраги вдоль села, заброшенные участки и пустующие поля. Так за 10 лет семья высадила более 200 гектаров леса. Это 200 тысяч саженцев. Рамис Рафиков, предприниматель, занимается строительством. Любить природу научила мама, которая с детства мечтала озеленить родное село. Во время войны все все наши леса уходили на фронт. Ну, в общем, из-за этого наши края остались без деревьев. Из-за этого мы хотим восстановить вот эту природу нашу. Береза, сосна, ель, лиственница хорошо приживаются, говорит она. Саженцы они покупают сами. Земли предварительно согласован с главами сельских поселений, также с жителями сельских поселений. Мы как бы совместно подбираем землю, холмы подбираем, карьеры. За эти 10 лет к ним присоединились сотни таких же энтузиастов, односельчан. Ежегодно Рафиковы устраивают сельский день посадки леса. Они организовывают посадку деревьев. Я с удовольствием приезжаю, помогаем в этом благом деле. Это люди, которые очень бережно относятся к природе. Не только азнакаевцы, о благом деле Рафиковых теперь заговорили и в соседних районах. Я зажегся этой идеей, вдохновили они меня. Возле деревни Якшекаран всего где-то 10 гектаров саженцев посадили в Сарманском районе. Ель, сосна, кедры, туи, можжевельники. Маленькая идея переросла в большое дело. Теперь семья Рафиковых мечтает создать собственный питомник и высаживать там кедр. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район.
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в Казани. Она приехала в столицу на конкурс групп поддержки. Этот спортивный фестиваль в России проходит впервые. Участвуют 7 команд из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода и 3 группы из Татарстана. Какие звезды открыла Аделина Сотникова? Кого поддерживать легче, хоккеистов или баскетболистов? В чем отличие российского черлидинга от американского? Все узнаем из следующего репортажа. Помпоны, короткие шорты и улыбки – это все про них, черлидеров. Они во время спортивных матчей поддерживают свои команды и задают настроение зрителям. Но сегодня поддерживать нужно их. Они приехали за победой на всероссийский фестиваль. Мы готовились очень долго к этому мероприятию. Мы сделали очень много работы, мы проделали долгий путь. Так тяжело добирались, и поэтому мы ожидаем, что, конечно, мы выиграем. Фестиваль черлидинга проходит в Казани впервые. Конкурс прошел в 3 этапа: визитка, основное выступление и финальный баттл. Оценивается их хореография, оригинальность, и синхронность, и имидж. Мы будем оценивать, насколько каждая команда красиво преподнесут свой номер. Всего на фестивале участвуют 7 групп поддержек из разных регионов России. Среди них Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Ижевск. Из Татарстана участвуют 3 команды. От этого мероприятия мы ожидаем только положительных эмоций. Мы решили приехать в Казань, чтобы поделиться опытом, посмотреть на другие группы поддержки, которые уже давно здесь выступают, работают, поделиться опытом, и просто кайфануть. Черлидинг появился в США еще в 1889 году. В это трудно поверить, но первыми спортсменами были мужчины. Среди женщин он стал популярным лишь в 40-х годах. В России же видом спорта признали только в 2007 году. На шоу приехала и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Звезда фигурного катания поддерживает конкурс групп поддержки. Я думаю, нужны такого рода мероприятия, не только мероприятия, как соревнования, борются за первое место, призовой приз денежный. Я думаю, все попотели, постарались, подготовили программы. Лучшими стали группы поддержки хоккейных клубов «Динамо», «Акбарс» и «Автомобилист». Сирина Сахапова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Железные люди страны на одной площадке. В Альметьевске прошли соревнования по триатлону. На старт вышли более 350 участников со всей России. Чтобы стать победителем, спортсменам предстояло преодолеть 26 километров по суше и воде. Итак, кто стал железным человеком, узнала Филюза Хамидуллина. На старте более 350 участников. Им предстоит пройти одну из сложных дистанций триатлона. Спринт. 750 метров по воде, 20 километров на велосипеде и 5 километров бегом. В борьбу включились не только профессионалы. Татьяна Кожевникова, турагент, только в 45 лет начала заниматься триатлоном. Я участвовала в прошлом году первый раз на всех этапах, а сейчас на первом плавании отличная погода, отличная вода. Для начинающих спортсменов один этап, дистанцию спринт можно пройти командой. Каждый из них делает один вид. Один плывет, другой едет, третий бежит. Таким образом поднимает свой дух семейный, корпоративный, дружественный. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, города Урала и Сибири. Альметьевский триатлон собрал участников со всей России. Альметьевский триатлон мы проводим, получается, 4-й раз с 2018 года. География расширяется, потому что нас узнают, потому что город очень классный, маршрут классный, очень комфортно и плыть, и велить, и бежать. Только одни позитивные эмоции от этого старта. И опять же, нигде так не получаешь удовольствия от одной тренировки, как от соревнования. Лучшая тренировка – это соревнование. Первый на финише среди любителей Искандер Хадеев. Он выступил с командой. Легкой атлетикой занимается 13 лет. 5 километров пробежал за 15 минут. По часам 15-24. Но в ту сторону сильный ветер очень. Там прям до 3:12 падает темп. Обратно уже по 2:55 мы катили, но я катил. В целом нормально. Железным человеком стал 30-летний Вячеслав Васильев из Казани. Ему, как и остальным участникам триатлона, медали и кубки. Здесь нет проигравших. Демонстрация силы духа и преодоление самого себя – это уже победа. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. На этом выпуск завершается. Больше новостей в наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово.
Казань-Оргсинтез – инновационное предприятие с единой системой учета предложений. Мы автоматизировали процесс ремонта оборудования, а персонал работает с помощью взрывозащищенных смартфонов. Противопожарные установки на предприятии разработаны под химическое производство. Современная система видеонаблюдения контролирует все помещения и фиксирует передвижение транспорта. На предприятии внедрены внутренний и внешний электронный документооборот и архив. Казань-Оргсинтез – инновации для людей. Видеть все краски жизни. В клинике «Глазная хирургия» расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. Фармленд, что надо. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. 20 июня в 11 часов 13-й театральный Сабантуй. Ждем всех в Апастовском районе. Приходи и ты. Болей за любимых артистов. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 320101 и на Чуйкова 54Б. В Казанском цирке с 12 июня новая цирковая программа «Звездный круиз». Когда-то доллар стоил 30 рублей, а биткоин 2,5 рубля. Мы все проспали тогда. Теперь жалеем. Это твой шанс. Не прозевай. Ипотека на квартиры от Акбарс Дом. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Здравствуйте! О погоде на 15 июня после полезной информации. Не откладывайте заказ в вашей новой кухне. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июня доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Купить квартиру в Иннополисе? Сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось всего 15 квартир. Звоните 556 59. Сайт jkunicum.ru. Июнь уже достиг своего экватора. И по данным сервиса Яндекс.Погода 15 июня на юго-востоке в Бугульме во Влахознакаево температура будет высокой, плюс 26. Облачность небольшая. Днем и вечером в некоторых районах грозы и усиление ветра. Жарко и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Осадки возможны лишь ближе к вечеру. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами дождь. В республику вернулась жара, и температура вновь приблизилась к 30-градусной отметке. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси малооблачно, местами небольшие дожди и грозы, будет очень тепло. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске температурный фон повышенный, осадки не прогнозируются. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше сохраняется очень теплая и даже жаркая погода. Без осадков ветер стих. В среду станет еще жарче. И еще одна полезная информация. Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявление аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетка Благир растворяется во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток.
Известно ли вам, что грыжа может исчезнуть без операции? Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения позвоночника. Об этом не любят говорить, но самодеградация грыжи возможна. Доктор Ост создает условия, чтобы позвоночник сам справился с проблемой и снова работал как новый. Грыжа, хроническая боль и скованность движений могут уйти без следа. И никаких фокусов, только передовые технологии. Доктор Ост. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. 15 июня в Казани будет малооблачно, но местами дождь и грозы. Ночью плюс 19, а днем 27 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление в норме, влажность воздуха 65%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. 20 и 21 июня в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Это вся информация к данной минуте. Всего доброго и до свидания.